Продемонстрировать свои знания и любовь к родному языку и литературе здесь собрались порядка 60 учеников со всего региона. Позади отборочный этап, в котором приняли участие 157 школьников с 8 по 11 классы. Ребята, которые прошли во второй тур, потратили немало сил на подготовку. Победа позволит поступить в вузы страны без вступительных испытаний, а сама Олимпиада приравнивается к 100 баллам на ЕГЭ. Подготовка проходила отлично с моим учителем Ашат Хасировна. Занимаемся уже 2-3 месяца, подготавливаемся к этой Олимпиаде. Недавно прошли отборочный тур, попали сюда, на эту Олимпиаду. Будем стремиться дальше. Иншаллах. Были сложные вопросы, несколько сложных вопросов. Большинство было перевести на русский язык, все грамматика. Но если не знать, то было бы сложно. Лучшие из лучших – победители и призеры отборочного этапа. Во время подготовки они решали задания на родном языке и читали известные произведения ингушских классиков. Ребята рассказывают, дома у них тоже есть постоянная практика. В их семьях приоритет отдается именно ингушскому. Это важная часть, которая позволяет сохранить язык. У меня мама преподаватель ингушского языка в ИНГУ университете. Мы в основном разговариваем на ингушском. В первом туре были довольно легкие задания, можно сказать, задания из 1-2 класса. Найти грамматическую основу, подбирать пословицы из разных стихотворений, рассказов, находить популярных писателей и цитировать их слова. Ингушский язык стал основой для заданий, которые проверяли не только грамматику и лексику, но и понимание литературных произведений. В этом году Олимпиада по родному языку впервые получила федеральный статус. Ее организатор – Северо-Восточный федеральный университет имени Амосова в Якутии. В России проживает около 200 народов, и каждый язык народа, он является уникальным, да, и является достоянием нашей страны. И мы должны как-то сохранить язык каждого народа. И как раз эта Олимпиада дает возможность, чтобы наше поколение, будущее поколение не забывало свой язык, культуру и традиции своего народа. На решение заданий школьникам выделили почти 4 часа. Учащиеся сразу приступили к их решению, но не без трудностей. Больше всего сложностей ребята испытывают на этапе перевода текста с русского на ингушский. А после того, как участники Олимпиады отложат ручки в сторону, к работе приступят члены жюри – научно-педагогические работники кафедры ингушского языка НГУ. Благодаря таланту, упорному труду и благодаря своим наставникам и родителям они, преодолели первый уровень этой Олимпиады, продемонстрировали блестящие знания. И сегодня пришли сюда на второй заключительный этап Олимпиады, который, сегодня мы здесь, наверное, встретили самых лучших знатоков ингушского языка. В этом году ФОШ проводится на 54 языках народов России. Участие приняли порядка 14 тысяч школьников из 70 регионов. Все они объединены общей целью – сохранить и продвигать культурные ценности через изучение родного языка и литературы. Наше сегодняшнее мероприятие происходит благодаря инициативе руководства Ингушского госуниверситета и ректора, который очень ценит и много внимания уделяет сохранности ингушского языка и культуры в многонациональной России. Если мы о чем-то и должны думать сейчас, то о сохранности нашей культуры, которая пополняет многонациональное богатство России. Поэтому сегодня наша цель – привлечь школьников для сохранения языка. Язык – это история народа, язык – это путь цивилизации и культуры. Эта цитата принадлежит русскому писателю Александру Куприну. Сохраняя родной язык, мы сохраняем идентичность народа. Именно язык связывает нас с собственными корнями и историей. Марьям Акиева, Султан Булгучев, Магаз 24.